На заседании Кабинета министров были представлены и утверждены 14 новых целевых ведомственных программ Министерства здравоохранения Абхазии, которые направлены на оказание неотложной специализированной медицинской помощи. Так была принята программа по улучшению и оснащению материально-технической базы станции отделения скорой помощи, которая позволит качественно и быстро оказать медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году правительство приобрело для нужд неотложной помощи 8 машин скорой помощи класса А. В этом году мы планируем оснастить эти машины необходимым диагностическим лечебным оборудованием, в том числе электрокардиографом с программным телемедицинским обеспечением. Что это впервые, что позволит нам качественно на догоспитальном этапе оказывать неотложную помощь, в первую очередь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, что в свою очередь значительно улучшит как ближайшие, так и отдаленные прогнозы у больных с острым инфарктом миокарда или с инсультами. Поэтому мы считаем эту программу очень важной. Единогласным решением Кабинет министров республики дополнил перечень наркотических веществ. В связи с большим злоупотреблением среди молодежи лекарственного препарата пригабалин, известного как лирика, члены правительства приняли решение о его запрете. Кабинет министров утвердил еще одну программу об организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии. На ее реализацию выделено 5 миллионов 100 тысяч рублей. Цель данной программы заключается в открытии пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования, организация работы этих пунктов по всей территории республики, оснащение их материально-технической базой и оргтехникой, привлечение специалистов для работы в этих пунктах. В рамках реализации межгосударственного соглашения об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Кабинет министров утвердил и ряд других ведомственных программ Министерства здравоохранения республики. В их числе проведение внешнего контроля качества лабораторных исследований и системы межлабораторных сличительных испытаний, кадровое обеспечение системы здравоохранения республики, лечение граждан за пределами Абхазии и другие. Также члены правительства дали разрешение на ввоз в республику использованных резиновых шин. К сожалению, не все могут себе обеспечить новые покрышки. Люди завозят, потому что их покупают. Потому что не все могут себе позволить купить новые покрышки. Ценовая разница, да, в разы. Бэушная покрышка с износом 20-30%, которая может еще послужить какое-то время. И люди покупают эти покрышки, пока есть высокий спрос. Когда у нас будет возможность всем покупать новые покрышки, наверное, мы откажемся от такой практики. Постановлением Кабинета министров внесены изменения в программу инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии. Часть работ по изучению и инвентаризации объектов, запланированных на 2017 год, перенесена на 2018. Инвентаризация должна быть завершена в конце текущего года составлением полного реестра объектов историко-культурного наследия. На заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности, согласно которым 5 объектов в Сухумском, Гулрыбском и Тукарчалском районах переведены в муниципальную собственность. Аля Катрапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.